Мы изучили все, обследовали все, но не учили одного. Еще одна территория осталась неисследованной. Балет? Нет. Паркет? Нет. Омлет? Бред какой-то. Ну, я не знаю. Не знаю. Интернет. Интернет. Ну, пошли поищем, а заодно и посмотрим, как выступает. Пошли. Команда АТФ. Туда. Искал недавно книгу мудрости. Хотел найти пару замечательных идей, чтобы блеснуть ими перед своей девушкой. А девушки-то у меня нет. Пойду-ка я залезу в интернет. Может, там с ней познакомлюсь. Завтра, 29 ноября, на телеканале БИС ТВ вы увидите. 8:15, 9:30. Проект «Как выжить после кораблекрушения с помощью одной банки кофе». И ее ведущая Ольга Шелест, для которой понятие «мы спасены» включает лишь металлическую баночку кофе. 9:30, 10:30. Проснись и пой. В данном проекте звезды белорусской эстрады, прилагая неимоверные усилия и используя передовые знания в области фанерозаписывания, пытаются научиться петь, обучая при этом других. 10:30, 12:00. Проект с Андреем Малаховым. Он стремительный, она медлительная. Он знает, что такое парить в прыжке, она знает, что такое ползать по траве. Как дальше будут складываться отношения кузнечика и гусеницы? 12:00, 13:30. Проект «Малахов плюс». Как собрать травы и вылечиться от бешенства. Рассказывает ведущий специалист научно-исследовательского центра в области разведения крупнорогатого скота. Это была программа телепередач на завтра. А сейчас вас в очередной раз порадует проект «Три холостяка» со своей замечательной идеей «Женитьба – дело нехитрое». Даниссимо, пусть весь мир подождет. Сейчас быстренько перекусим и сразу в эфир. Ой, кажется, мы уже в эфире. Раз, два, три. Дорогие друзья, в эфире проект «Три холостяка». И наша участница уже готова сделать свой выбор. А для того, чтобы усилить интригу, мы установили аппаратуру, способную читать мысли. Итак, Стелла, озвучьте же свое решение. О, ты! О! Понимаешь, я отношусь к тебе как к брату. Ты последнюю кандидатуру я стала бы рассматривать. Молодой человек, понимаете, у нас некоторая разница в годах. Пожалуй, ваше место на проекте «Кому за 80».
тебе. Дело во мне. Дело не во мне, дело в тебе. Ну что ж, вот такие пары у нас на проекте не образовались. Да, нужно было предложить более ценный главный приз, чем ожерелье из скрепок. Подрастающее поколение развивается настолько быстро, что уже наступает на пятки своим родителям. Да и не только наступает, а уже давно наступила и оставила на их спинах черные следы от тракторных подошв своих ботинок. Итак, сын против примитивизма своих родителей. Родители против слишком большой скорости работы процессора центральной нервной системы своего сына и против его замечательных идей. Проект «К барьеру». Уважаемая семья, займите свои места. Когда ты станешь, как все нормальные дети? Мне уже надоело лежать на диване и читать газету. Хотя бы в школу за что-нибудь вызвали. Наказали за то, что ты у кого-нибудь пенал сломал. Ты вообще умеешь пеналы ломать? Давай научу. Берешь вот так и ломаешь. Папа, это был мой любимый пенал. Я его выиграл в соревнованиях по кибернетике. Он со встроенным климат-контролем. А почему наша любимая сибирская кошечка стала ругаться на испанском? Да и все воробьи в нашем дворе милированными стали. И зачем ты расщепил мой молоток на молекулы? Да еще разбросал молекулы по комнате. Пойдешь собирать. А что это за слухи про тайную консерваторию в твоей комнате? И сколько тебе объяснять, что КПД-4 это остановка в шабанах, а не коэффициент полезного действия 4-й степени. Все, хватит. Нам хватило времени понять, какая интеллектуальная пропасть разделила ваш дом на два лагеря. Ну иди уже, я боюсь. Я тебе буду подсказывать, иди. Добрый день! Вечер. Добрый вечер. Я ученица школы заведующих, ведущих Ивана Копяна, Гарика Мартиросяна. И поскольку у него сегодня день здоровья, рождения, я его сегодня запинаю. Заменяю. Итак, в эфире концерт по заявкам телезрителей. Программа «Секунда, минута провала». Славы, ну это как получится. И перед тем, как представить вам нашего первого участника, позвольте познакомить вас с нашим уважаемым, конвергентным, компетентным жюри. Итак, сегодня, впрочем, как и всегда, уже порядком надоели, это Татьяна Толстая. Ну, с этим всегда можно поспорить. А следующий член жюри это Масляков Альберт Александр Витольдович. Васильевич. Валерьянович, да. И третий член жюри это Сашка, ты что ли? Привет, сидишь как партизан. Итак, наш первый неудачный участник. Просто неудачник. Просто участник. Приехал к нам из Замбези. Заезда. По профессии он гастарбайтер. И сегодня Алексей и его дальний родственник из Таджикистана исполнят нам свою новую серию трюков на Audi A5 на велосипеде Аист. Итак, встречаем бурными аплодисментами Ахмед, Андрей. This world to stop hating. Can't find a good reason. Can't find hope to believe in. Say it down.
ваше мнение, Тамара? Это был ужас, нет. Василий, с вами все понятно? Аркадий? Нет. Ну что же, уважаемый Ашот и его дальний родственник из Таджикистана, к сожалению, жюри сказала вам нет, вы отправляетесь обратно в Замбези. Передавайте привет жирафам, пока. Ну что же, наш следующий участник, приехал ли наш следующий участник, спрашиваю я редактора. Да, действительно, Ки уже приехал и ждет свое выступление. Итак, Ки приехал к нам из Китая. Лузеры. Очень жаль, что наши ребята лузеры, поэтому они и приехали сегодня показать нам свой новый танец. Спасибо. Итак, приветствуем бурными аплодисментами квартет на снегу. Дуэт на ковре. Петя? Я говорю да. Мустафа или Александр? Очень даже да. Ну что же, замечательно. Вот определились наши сегодняшние победители. Это трио на границе с Алабамой. А я напоминаю, что сегодня наш главный приз — шоп-тур по Замбези. Догоняйте Ашота, все-таки какой-никакой транспорт. Ну что же, а с вами мы прощаемся. До новых встреч, пока! Кажется, нам пришло сообщение. No one could look as good
Привет. Привет, как дела? Нормально, как у тебя дела? Нормально, у тебя как дела? Вот глупая, зачем спросила, ведь уже спрашивала. Ну, и чем ты занимаешься? Ну что, правду говорить будем или нет? Так, скажи, что студентка и ни слова про свой бокс. Студентка по НТУ, а ты? Опа-на! И я тоже! А что, про коллекцию фантиков и контру говорить не будем? Отлично. А почему ты выбрал именно БНТУ? Ну, мне легко даются точные науки. Математика, физика, начерталка. Да-да, особенно когда деньги в кармане есть. Отличненько, считай, первую сессию мы уже сдали, а там вторая, третья, не за горами диплом, распределение. А ты где работать хочешь? Она бы еще про зарплату спросила. Ну что говорить? Ну что, говори, в Академии наук, космические разработки, вечный двигатель. На тракторном заводе. И я тоже. Правильно, мужчины любят, когда с ними соглашаются. А вообще я замуж хочу выйти. Да, и дом построить около метро! Съездить во Францию, Эйфелеву башню посмотреть. А я хочу в Ялте зимой отдыхать. А я хочу на Евровидение. А я хочу быть ни на кого не похожей. И я тоже. А я хочу сессию отлично сдать. Так пусть же все наши идеи и мечты воплощаются в реальность. Ничего на свете, чем учиться в университете.